Добрый вечер. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и беседуем с интересными людьми. Сегодня наш гость, очень известный народный депутат, правда, бывший, но человек, не ушедший из политики и из общественной жизни, активный публицист, блогер и т.д. Борислав Береза. Привет. Питер, Рад видеть тебя. Ты всегда приходишь к нам, и я это очень ценю. когда зовете, с удовольствием. Да. Хочу начать этот эфир не с нашей с тобой беседы. Мы сейчас просто у меня пришла такая новость, я хочу рассказать. Забавная. Забавная, да. По-другому это не скажешь. Да, я тебе уже ознакомил тебя. Хочу ознакомить наших зрителей всей Украины, и в частности Херсонской области, в частности Генического района, и в частности поселка Новоалексеев. Впервые за историю современной Украины со стороны представителей власти, пускай и местной, мы получили, как бы сказать, такой пророссийский, антиукраинский, антигосударственный отклик на наш праздник. Праздник, в общем, со слезами на глазах. Это День крымско-татарского флага. Каждое 26 июня он отмечается в Киеве, проходят марши, автопробеги. Они проходили раньше и в Крыму до оккупации, и во всех представительствах дипломатических Украины, например, в Канаде, в Страсбурге, и везде, 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 около МИДа в Киеве висит флаг, рядом с государственным флагом висит флаг крымско-татарского народа, флаг нашей борьбы за свободу, за возвращение Крыма в Украину. И только одно место в Украине оказалось, которое категорически отказалось даже в день крымско-татарского флага, не говорю уж постоянно, повесить у себя на флагштоке рядом с флагом государственным флаг крымско-татарского народа в знак солидарности нашей борьбы за возвращение Украины, в Украину Крыма. Это Новоалексеевская сельская рада, сельский совет Новоалексеевки. Почему я говорю совет по-русски? Потому что, скорее всего, там заседают люди, которые имеют какие-то нежности к русскому миру, судя по их отношению к крымским татарам, точно такому же, как отношение оккупантов в Крыму. Запрещать, не пущать и так далее. Меджлис, Херсонский региональный меджлис, это отделение меджлиса крымско-татарского народа, коренного народа Украины, я напомню, обратился к главе этого поселка Новоалексеевка, который прям почти на админгранице с оккупированным Крымом находится, к господину Бурковскому Александру с предложением, просьбой вывесить крымско-татарский флаг в день флага рядом с государственным, как это делается по всей Украине, во многих местах и в диппредставительствах. На что глава сельской рады, подчеркиваю, да, господин Александр, товарищ, точнее, я думаю, Александр Бурковский ответил категорически нет, нет и нет. Что я хочу сказать господину Бурковскому, точнее, товарищу. Я не знаю, где вы были все эти годы, но с момента, когда на Украине победила революция достоинства, с момента, когда Крым попал во временную оккупацию, когда русские танки туда вошли, есть такой лозунг, вы это опять, наверное, не слышали, но я вас просвещу. Два флага, одна страна. Под этим лозунгом везде, и в Киеве, во всех других местах, каждый год 26 числа, 26 июня, проходит поднятие флага, проходят митинги, в которых мы говорим, что мы никогда не забудем, не простим и обязательно вернем Крым в Украину. Видно, вы не разделяете эту точку зрения, судя по вашему отношению к крымским татарам, но ваше положение осложняется одним маленьким обстоятельством. Дело в том, что неуважаемый Александр Бурковский, глава сельсовета Новоалексеевки, в вашем населенном пункте, вверенном вам, проживает несколько тысяч крымских татар. Это люди, которые в свое время не смогли въехать в Крым из-за советских запретов и осели за чертой административный полуострова. Там было проще, тоже с проблемами, но проще было селиться. И поэтому вот после аннексии это единственный населенный пункт в Украине, где реально там, половина где-то примерно населения — это крымские татары с окрестными селами и так далее. Я хочу вас заверить, товарищ Бурковский, что эти люди не оставят ваш демарш в отношении нашего флага, в отношении флага коренного народа Украины.
И вы свое получите, политический ответ на это от нашего народа, от Меджлиса крымско-татарского народа. А еще господин Бурковский не знает, он, видимо, вообще, может быть, он как-то у него со зрением проблемы, с чем-то еще, но он не знает, что крымские татары — это коренной народ Украины. Здесь он пишет в своем ответе, я цитировать эту бумажку не буду, мы ее куда-нибудь там засунем в эту вот Раду сельскую, что мы, оказывается, национальное меньшинство. Мы не национальное меньшинство, товарищ Александр. Мы коренной народ Украины, а меньшинство здесь такие, как вы, по крайней мере, пока на государственных должностях. И мы сделаем все, чтобы вас на государственных, на местных должностях, таких, как вы, не было. Потому что вы дестимулируете людей, вы вводите, создаете конфликты внутри страны вместо поддержки крымских татар. Да вы первые должны были под нашим флагом, и под флагом Украины, идти в этот день на митинг. Да? Вместо этого вы препятствуете ровно, как это делают оккупационные власти Крыма. Вы, видимо, с них берете пример. Это плохой пример. Он ничем хорошим для вас не закончится. Я желаю, чтобы вам почаще снились крымские татары, почаще вы вспоминали о том, что мы коренной народ, и что никто, тем более в свободной Украине, и даже целый глава сельского совета не имеет права унижать ни наш флаг, ни наше достоинство. Мы пережили эти 2,5 столетия в оккупации в русской, и то, что вы сейчас делаете, это продолжение тех нравов, которыми мы были знакомы все эти годы. У вас ничего не получится. Вылетите со всех постов, как пробка. Мы не дадим вам ничем руководить, потому что вы этого недостойны. С большим физкульт-приветом. Беспокойных ночей вам. Тем более, что на носу у нас выборы в местные советы. И Кстати, уже да. осенью этого года можно изменить руководство сельсовета. И думаю, что, учитывая количество и крымских татар, и проукраинское население, и все остальное, я думаю, что господину Бурковский должен идти на заслуженный отдых. Я тоже так думаю. А может уехать куда-то в любимые места, там, где романтика русской жизни. Да? Но крымские татары в нашей стране коренной народ. И относиться так к нему здесь вам никто не позволит. Все, с пафосом закончили. Это не пафос, потому что я очень сдерживаюсь. Обидно. На самом деле, это просто дежавю. Это дежавю, как относились к Крыму, крымским татарам тогда, при той еще недоукраине, которая была до Майдана, когда там русские всем правили. Ну и чем закончилось, мы знаем. И продолжается вот это в головах сидит, никак не выветрится. 2020 год. Ну, бог с ними, ладно. Что хочу сказать. Хочу поговорить с тобой на все актуальные темы. Ты про все буквально пишешь. Твой Facebook — это такой СМИ. Не про все. Ты знаешь, я пишу только про то, во-первых, что меня задевает, и в том, чем я разбираюсь. Ну, например, про трубы широкого там диаметра я не пишу. Я не пишу про яровые или озимые. Угу. Я не пишу про надои на душу населения. Я не пишу в то, в чем я не разбираюсь. Поэтому у меня есть определенные мои направления, которые я понимаю. Это внутренняя политика Украины, это внешняя политика Украины, международка, борьба с коррупцией и, к сожалению, нарушение всего, чего только можно со стороны нашей власти. Вот это я тоже фиксирую. Ты был достаточно жестким критиком предыдущей каденции президентской и предыдущего парламента. Хотя ты был там независимым, да, по-моему, депутатом, ни от кого, да? Да. И сейчас ты опять ты всем недоволен. Что происходит? Я не помню, кто из классиков это сказал, но что в тот момент, когда вы осознаете, что вам начала быть симпатична власть, то интеллигентному человеку надо смотреть, что не так с его внутренним миром. Я не очень интеллигентный человек, но с моим внутренним миром все хорошо. Я нахожусь не в оппозиции из принципа «а Баба Яга против» или «я против всего». Почему же? Я достаточно четко говорил, что достойного делал Порошенко. Более того, когда Зеленский принял закон по наданию, предоставлению участника боевых действий в добровольцам, я поддержал это. Когда он делает что-то позитивное, я это поддерживаю. Но, к сожалению, вот та ложка меда в общей бочке дегтя, она не влияет на общую ситуацию. То есть ты считаешь, что сейчас политика — это действительно ложки отдельной меда в общей бочке? Это ложка, а не ложки. Давайте не приукрашивать ситуацию. То есть есть хорошие моменты, но их настолько мало, что на общем количестве факапов и на общем количестве, скажем так, проблем и ошибок, которые совершает власть, мы видим, что критика абсолютно заслуженная. Более того, я же не просто критикую. Я критикую, указывая на ошибки с расчетом, что эта ошибка будет исправлена или как минимум не повторяется. Но если я вижу, что это системная проблема, Хотя, с другой стороны, на днях глава
фракции «Слуга народа» господин Давид Рахами сказал в интервью о том, что да, он признает, мода на новые лица прошла, новые лица не понимают в управлении государством, не справляются, и нужно искать управленцев. То есть у меня вопрос, то есть он хочет людьми, которые понимают в этой ситуации, понимают, что надо делать, вытаскивать из огня горящие каштаны, да? То есть как бы, ну, по-другому не получается. Поэтому я рад, что они начали понимать, что они, к сожалению, не на своем месте, но пока ничего не вижу, чтобы они что-то делали для того, чтобы изменить А ситуацию. вот эта фраза президента Зеленского про кадровый голод, вот что за ней стоит? Про кадровый голод, нет, кстати, между прочим, он абсолютно прав, потому что они уже забрали практически всех 95-го квартала из Лиги Смеха, из своего окружения. Люди закончились, а должности еще есть. Для того, чтобы ты расставил всех людей на должности в Украине, более-менее высокие, нужно порядка 5000 человек. А весь штат Лиги Смеха и 95-го квартала значительно меньше. Окружение тоже меньше. Учитывая друзей и родственников, даже уборщицу тетю Варю, если мы возьмем, все равно все вакансии не закрыть. И вот тут сложилась ситуация, что вместо того, чтобы нужны были умные, компетентные, на должности требуются верные и лояльные. А зачастую верные и лояльные — это не компетентные, не Слушай, опытные, ну не знающие. неужели, вот, ладно, я этот Окей. хороший юмор, все сатирически, это Но это правильно не сказал, но юмор, я это реальная серьезно ситуация. спрашиваю, да? Вот мне кажется, что уж лизоблюдов-то всегда в достатке. Лизоблюды их назначают, но они не справляются с своими обязанностями. Мы видим ситуацию, которая в экономике, мы видим ситуацию, которая в международной политике. Давай по-другому. Вот я всегда, когда мне говорят, скажите, пожалуйста, как вы можете, вот меня спрашивают, определить, что в стране все плохо? Я говорю, очень просто. Назовите мне, пожалуйста, основные позиции нашей государственной политики. Стратегию внешнеэкономическую, внутреннеэкономическую, стратегию международную, антикоррупционную стратегию. Назовите мне, пожалуйста, промышленную стратегию Украины. Расскажите мне, пожалуйста, какой у нас план действий, в каких направлениях. И выясняется, что нет такой стратегии. Так вот, недавно же программу правительства не утвердили. Я был Потому очень что сильно нет. удивлен, потому Почему? что, нет, ну подожди, большинство же имеется у президента. Программу вносит премьер, которого он назначил. Я правильно понимаю? Смотри, давай говорить сразу. Есть интересная ситуация. Премьер президент, фракция президента, президент свой, глава СБУ у него есть, глава Генпрокуратуры у него есть, ну и масса всех остальных, там всех назначили уже вроде как глав областей своих, а вот голосов за программу не было. Почему? Ну потому что программа действительно абсолютно пустая. Это тот самый редкий случай, когда за программу более-менее приличные люди отказались голосовать. За программу, кстати, проголосовал насильник Иванисов. Это вот он отдал свой голос за эту программу. О, Господи. Бывший слуга народа. Вот он отдал. И я считаю, что это очень интересно. То есть теперь Шмыгаль может выходить на интервью со словами «насильники за Шмыгаля». Это красиво звучит, но плохо выглядит. В чем проблема? Программа абсолютно пустая. Когда он в первый раз там использовал всего лишь несколько цифр, были цифра 19, в надписи COVID-19, и было 2020. Это год программы. Больше никаких цифр не То было. есть ты говоришь о конкретике. Я о конкретике говорю, ее нету. Нету планов, нету стратегии. Что такое программа Кабмина, программа правительства? Это стратегическое видение, куда движется держава. Как может двигаться держава, то, о чем мы говорим, если нету стратегии и нету маркеров. Кроме того, для того, чтобы такую стратегию выписать, необходима методология. Для того, чтобы была методология, нужно ставить цели. Но у нас опять их нет. Мы никогда не понимаем. Но вот задайте вопрос, например, о стратегии деоккупации Крыма. Задайте вопрос. Задаем шестой год, седьмой год. Стратегия экономического развития, стратегия развития мелкого бизнеса, среднего бизнеса, стратегия дерегуляции. Она отсутствует у нынешней власти. Ее нету. И вот получается, что часть людей уже начала разбираться. Слушай, но вот на самом деле я немножко не понимаю. На это же намного проще, когда ты работаешь и живешь по плану, да? Ну вот, грубо говоря, планерки проходят там в редакции, всю жизнь в редакции планируешь, что мы завтра делаем и так далее. Так работать проще, так Стоп. проще работать с системой. Стоп. Система. Теперь мы понимаем, что люди пришли из творческого бизнеса. Это немножко Там другое. тоже есть планерки, тоже есть планирование сериалов, есть, я прошу есть. прощения. Ну, давай Да. будем цитировать классиков. Например, классика, который возглавлял в начале каденции президента его офис, это Андрей Богдан, который сказал: мы более чем на неделю вперед не загадываем. Все. И президент недавно подтвердил, когда он давал интервью, он сказал в «Украинской правде», он сказал, ну как-нибудь пропетляем. У нас нет видения.
Более того, на Мюнхенской конференции по безопасности президент тоже озвучил фразу: «У меня нет времени стратегические мысли». Каждый раз он озвучивает. Это по Фрейду. И, к сожалению, он говорит правду. Почему говорю, к сожалению, правду? Потому что мне бы хотелось, чтобы правда была, что я понимаю, что мне нужна стратегия. Я знаю, как ее выбрать. Я понимаю, какая тактика должна быть для достижения результатов. Нету ничего. Слушай, ну если Андрей Богдан, он, ну, был такой, ну, в общем, гуляка такой в своем роде. Не, он, Чё- кстати, между прочим, при всех вариантах, я могу тебе сказать, учитывая, что я немножко знаю, он был достаточно серьезным экспертом Ну, в смотри, вопросе гуляка в управления. каком плане? Ну, вот он любит такой эпатажный образ Он был жизни, сибарит. что такое Сибарит. сибарит. Да, давай так назовем это. Гуляк это все Зесенин, А это он кабаки сибарит. какие-то, да, я не про это, да, он сибарит, да. Ну, скажем, такой человек в политике вроде как не смотрящий. И пришел новый человек на его место, Ну, Андрей тоже Ермак, не аскет. человек, ну, это уж я не знаю, но я вообще не знаю, и того не знаю, и того не знаю. Но он в галстуке, он выглядит как госслужащий, он, насколько я знаю, он много взял на себя, он как бы, ну, наметьте стратегию, назначьте ответственных, я прошу прощения, да, назначьте ответственных, будущих виноватых, да, и с них спросите, в чем проблема-то? Проблема в том, что они не умеют, не знают и не понимают, как это сделать. Когда-то, когда у меня было издательство, у меня был отдел розничных продаж. В отделе розничных продаж работал человек, который совершал сумасшедшие объемы. Объемы розницы достигали примерно почти там, 80% от опыта. Это очень много, это реально очень много. И когда его спрашивали, а как ты это добиваешься, он говорил, я четко понимаю пиковые точки продаж, выходы книг, которые должны быть в нашем издательстве. Я понимаю спрос, сбыт, и я прогнозирую, какой объем я продам. У меня есть система. Люди, которые сейчас во власти, у них системы нет. Нету структурного подхода. Они, к сожалению, некомпетентны. Они могут сделать неплохое скетч-шоу, они могут сделать хорошее шоу, они могут сделать развлекательную программу. В этом они разбирают. Они действительно эксперты в этом. Но госуправление — это очень серьезная Ну, работа. ты же согласен? Я когда пришел на госслужбу, вот я пришел депутатом, я скажу честно, первое время мне приходилось ну, огромное количество информации переваривать и впитывать в себя огромное количество информации. Те То есть люди, ты которые... учился? Конечно же. Ну, что-то я уже умел, а что-то мне все равно пришлось. Люди, которые пришли сейчас, это не хвастовство, это правда. У них не было даже такого бэкграунда. Они не понимают, как работает государство, они никогда не занимались никакой гражданской деятельностью или никакой политической, общественно-политической деятельностью. И придя в государственную структуру, они вдруг увидели, что они аматоры. А здесь нужны реально системные подходы. И вот тут мы видим ситуацию, что они пытаются импровизировать, но система не любит импровизации. Система любит планирование. Более того, они ведь пришли на самом деле разрушить эту систему и построить новую. Ну да. Вместо этого они интегрировались в старую систему и успешно ее освоили. Смотри, ну ты же не будешь спорить с тем, что вот в среди слуг народа, в их депутатской фракции, да, там как бы черт разберется, кто там есть, там всякие разные люди противоположные. Там есть приличные люди, там есть не Есть. глупые люди, там есть Есть. патриотичные люди. Есть. Вот они ко мне ходят в эфиры тоже, и там Есть. вопросов нет, понимают все. А в чем тогда проблема? Потому что они Их нет, не их не доминируют. критическая масса. Их нет критической массы, их не большинство. Мгм. Это тот самый случай, когда они меньшинство, да еще и неактивное. И среди них есть немало людей, к которым я отношусь очень позитивно и с которыми я общался раньше и продолжаю общаться сейчас. Мгм. И я могу сказать, что они тоже испытывают дискомфорт от всего происходящего, но они не могут повлиять на процессы. Буквально неделю назад я общался с Гио Леросом. Бунтарь такой известный среди Да, слуг народа. я ему говорю, скажи мне, почему нет поддержки? Почему нет поддержки тех, кто они боятся? Потому что на большинство уже есть папочки. Папочки в администрации, в офисе президента. И эти папочки на многих реально так давят. Лучше бы некоторые папочки были до, когда брали людей, которых... Увы, да. теперь они, понимаешь, и вот кто-то голосует из страха, кто-то голосует из покорности, кто-то голосует из-за того, что не принимает решение из-за того, чтобы его не отлучили от корыта. В прошлой Верховной Раде было много знаковых голосований, когда
потом предъявляли людям. Вот вы за это голосовали? Мгм. У меня нет ни одного голосования такого, за которое бы мне могли предъявить. Хотя, поверь, давление было, разные были вещи. Я к чему это говорю? То в этой Верховной Раде достаточно большое количество людей уже заморалось. И мне интересно, какой процент от депутатов, попавших в этот раз в Верховную Раду, вообще останется в политике. Или они потом вернутся опять в няни, в курьеры, в свадебные фотографы. Это хорошая работа. Она ничем не хуже. Просто иногда бывает человек на своем месте, иногда человек не на своем месте. Общаясь с некоторыми людьми, я убеждаюсь, что это реальная жемчужина. Ее просто надо огранить. Вот она. Не бриллиант, именно жемчужина. Красивая. Ее можно среди этого плевел всех найти. Но там таких жемчужин не так много. Смотри, но все равно какой-то процесс обновления элит происходит в любом случае. Да. Да? И в этом они свою роль сыграли и Можно играют. все-таки, чтобы не количественное, а Ну, качественное. наверное, все сразу не бывает хорошо. Да, но у нас интересная история. Общаясь регулярно с сотрудниками Верховной Рады, притом на всех уровнях, вот уборщицы и девочек в Там все столовой, связи остались. я со всеми общаюсь регулярно, и раньше Да. общался. Смотри, я коммуницирую, я легко со всеми общаюсь. И я никогда не относился к людям снобистски. Это правильно. Потому что, как можно ставить себя Как выше разница, всех? кто есть кто. Да. Да, Хоть ну, бомж, это хоть жизнь. президент. Это нормальная история. Приходим в этот мир голыми, уходят в этот мир пустыми. Ну, всегда таки было. Так вот, я общаюсь, и они говорят: знаете, Борислав, вот ваш созыв, конечно, был качественно хуже 8-го. Меньше знающих людей, больше случайных людей. 8-й созыв был хуже 7-го. 7-й хуже 6-го. Я говорю: подождите, в нашем созыве это было достаточно большое количество людей с хорошим образованием, сознанием, с правильными позициями. Говорит: сколько вас там таких было? 50. Я говорю: а в этом созыве? Говорит: десятка-полтора. Я говорю: вот видите, качественно осталось, согласен, хуже. Говорит: да, но мы все переживаем, какой будет 10-й созыв. Вот об этом я и хотел с тобой поговорить. Берем соцопросы всякие, да? 30%, даже 33,5%, ровно треть опрошенных украинцев тоскуют по Советскому Союзу. И вот тут, я бы хотел сказать, шикарная манипуляция. Давай. А потому что я взял и посмотрел. Там порядка 16% это те люди, которым до 20, До по-моему, 30 до лет, 25 лет. 16%. Они да. никогда не видели Не Советский видели. Союз. Да. Это значит, что Советский Союз в их головах, легендаризированных бабушками и дедушками, папами или А мамами, не телевизором пророссийским? в чем угодно. Мгм. Посмотри, без поддержки семьи такие вещи невозможны. Потому что у моего папы Советский Союз вызывал изжогу и антагонизм. Ну, Он у его моих называл предков всегда, он тоже. всегда называл его тюрьма народов. И вот в моей семье к Советскому Союзу относилась всегда негативно. И когда папу забирало КГБ ночью, и для меня ничего нового не было. Я просто знал, что это такое. И к чему я все это рассказываю? Что семьи формируют образы. И, значит, какие-то семьи формируют. Вот тогда было классно. Тогда было... Пломбир по 20 копеек. Нет. И Нет. бесплатный ГУЛАГ. Нет. Нет? Вода была мокрее, трава зеленее, солнце голубее. Люди ностальгируют по каким-то хорошим А при моментам. Сталине у дедушки потенция была. Вот. Дело в том, что на самом деле, ведь были же хорошие вещи при Советском Союзе. Абсолютно это разумно. Как и в любом... Как мне один приятель говорил: ты знаешь, Береза, говорит, и в нацистской Германии были хорошие вещи. Я говорю: например, дороги. Дороги-то были хорошие. Я говорю: дороги-то были к концлагерям. Он говорит: но сами дороги хорошие. Я говорю: согласен, не спорю. Что-то было. В Советском Союзе тоже были неплохие вещи. И вот эти неплохие вещи людям не хватает. Они помнят о них, и они их рассказывают. Но в их голове они уже гипертрофировали. То есть мороженое было вот такая порция обязательно. Зарплаты хватало на все. А почему-то 100 рублей про она была дефицит, зарплата. про дефицит никто не помнит. Слушай, а сейчас попробуй вот этим 30-летним скажи: чувак, а тогда в магазин заходишь и ничего. Нет, у нас Такого была- же не может быть же, правда? Я помню, как у нас была вот банки с морской капустой. Капустой, да. Это я помню. Да. Вот просто стеллаж и халва. Банки с морской капустой и халва в нашем гастрономе возле дома. Тебе не поверят. Если сейчас начнешь рассказывать вот этим 25-летним, они скажут: что-то дядя Борислав, по-моему, брешет. Пусть Да. посмотрят, даже не почитают, а посмотрят очень хороший когда-то ролик. Я смотрел, когда Высоцкий рассказывал, как он впервые попал в какой-то магазин на Запад, в Германию Да. или Францию, Да, к магазину, да, в витрине, Франция. его начало рвать. Возле продуктового магазина. От запаха. Он просто... Почему? Потому что он не мог представить, что такое может Я быть. испытал такое же в 90-м году в ГДР тогда. еще, Вот. да? Я говорю, то есть советские люди видели, что такое тотальный дефицит.
Я помню людей, которые мечтали о югославских стенках, о телевизорах Румынская электрон, мебель тоже а была то хоть еще. что-то. Ботинки Своего румынские. ничего не было. ж Да. просто. Хоть и мечта. Я помню, как мне купили куртку, потому что удалось купить, и я носил ее 3 года. Сначала она была на меня большая, потом она была идеальная, а потом маленькая. Но других нельзя было купить. Времени такое было. То есть деньги А есть, ты а в Киеве купить рос, нельзя. я прошу Киевлянин. прощения, да? Да, Это Киев. Киев. Ты можешь себе представить, что да, Киев это второй уровень снабжения после Москвы и Ну, Ленинграда я был, могу да? сказать тебе, да, это, ну, слушай, я впервые попробовал, кстати, вот тоже, когда рассказываешь так, я говорю, бананы я впервые попробовал, мне было лет тогда 10, Так они были месяц 12. в году. Какие-то Но корабли но приходили в июне, да, я кажется. Да. говорю, а вы сейчас можете все что угодно. Более того, возможность заработать в Советском Союзе была под большим запретом. Частная собственность, это за спекуляция, форцов, как угодно. Любая Сесть попытка можно за заработать все. за все, да. Да. Притом за то, что открыл рот, тоже можно было сесть. Как там, свободы слова не было, свободы вероисповедания не было, свободы вообще. Прекрасная Свободы нет. страна же, правда? Да, и вот тут вопрос, Да. почему эти дети тоскуют? Потому что им рассказывают, что тогда было хорошо. И самое главное, не конкретизируя. И дети, юноши, подростки, они наделяют это хорошо своим видением. Мой старший сын, когда ему было лет так, по-моему, 8 или 9, что такое, меня спросил: пап, а вот ты в детстве на Xbox игрался или на Sony PlayStation? Я говорю: сынок, у нас была такая штучка, там волк ловил яйца. Вот я тебе покажу, показал ему в интернете, как это выглядело. Он говорит: офигеть. Он говорит: пап, а ты любил больше все-таки Чупа-Чупс или Мамба? Я говорю: сынок, смотри, у нас были Гудрон мы у нас жевали. ириски были, которые вырывали пломбы. Вот они, рубль 40 стоил килограмм. И говорю, а все остальное это как бы заоблачно. Он говорит: ну хорошо, хорошо, я все понимаю, все замечательно. Ну хорошо, а тебе какое лего нравилось? Я говорю: у меня мечта были набор солдатиков, которые пираты там были такие, и все. И вот ребенок смотрит на меня, говорит, и это реальная история. Как У меня вы дочь жили, да? говорит: пап, а динозавров ты тоже видел? И вот это реальная история, когда из нашей жизни. И вот он не представляет уже, как можно по-другому жить. Да, я сейчас скажу этому условному нашему зрителю, молодому, что вообще-то ириски еще не всегда можно было купить. Это правда. За жвачками нужно было, я не знаю, что там сделать. А жевали реально, вот в городе, где я рос, и в селах, жевали гудрон. Вот на крышах брать черный гудрон, его жевали, разжевывали. Такого у нас не было. Не, я тебе клянусь, было. У нас такого не было. Но еще была такая эко вариант был, это вот на вишне вот эти сок, на вишне, знаешь, такие Да. пузырьки сока. Они такие тоже тягучие, их тоже можно было разжевывать. У нас были жвачки, они их продавали. Потому что это столица все-таки Союзной Республики. Вот поэтому я как бы спокойно. А у нас помню. вишню жевали Ну, со ствола. Бывает, берут. бывает. Это я к тому, что... У нас и стволов-то не было. Короче, почему все это говорю? Вот сегодня, я не помню фамилию, социолог известный, дал интервью и сказал, что вот мы как бы критикуем власть, но это я уже додумываю, это не его слова. Вот Зеленский там падает у него рейтинг, вот слуги народа теряют, вот непонятно, как будут местные выборы, потом как будут национальные выборы, все непонятно. Кто будет после него? А кто будет после него? Он сказал, это красный презерватив, созданный на фабриках в КГБ. И это будет, опять же, ОПЗЖ, да? И что именно они получат тот рейтинг Зеленского, который сейчас от него уходит. Это произойдет только в одном случае. Если народ окончательно разочаруется и не начнет дальше мыслить. Потому что за каждым выбором должен стоять анализ. Люди должны начинать понимать. Ну как-то Все очень заставить просто. людей Вот думать. по телевизору надо рассказывать людям. Знаешь, есть такое слово очень хорошее — просветительство. Вот надо, чтобы журналисты, политики, публичные люди занимались просветительством. Чтобы люди начинали другим доносить информацию. Ну ты этим занимаешься конкретно Вот ежедневно. поэтому Да? я этим и занимаюсь. Я считаю, что это одна из моих миссий. Я считаю, что если на следующих выборах один человек, я искренне абсолютно говорю, проголосует обдуманно, почитав мои посты, мой анализ развернутый. Притом я же не оголтело критикую всех. Я действительно каждому говорю, что есть. И я хвалю, как я уже ранее говорил. Так вот, если человек с помощью моих аналитических выкладок и с помощью своего критического мышления сможет сделать правильный выбор, я нормально все делаю. Все замечательно. Просто таких должно быть больше. И я рассчитываю, что будет больше, чем один человек. И последнее. К сожалению, большинство журналистов, общественных деятелей,
гражданских деятелей, зациклены на какой-то своей проблематике. Консолидированного объединения для достижения максимальной синергии нет. В отличие от пророссийских сил. Вот. А они консолидированы, объединены и сгуртованы. Ты знаешь, у меня большая проблема, кстати. Вот сейчас ты здесь заметишь, я медленнее стал говорить. Почему я подбираю слова? Украинский язык выбил у меня многие русские слова. Я там сгуртованный, я так объединенный, я вспоминаю. То есть Ну, у меня тоже такое уже случается. А у лагерная тебя украинизация. так. Но я к чему говорю, возвращаясь опять же к нашей истории, нам необходимо объединяться. Потому что если мы будем и далее разрознены, то действительно такое может Да. произойти. А вот если будем объединяться и действительно сможем консолидироваться и донесем единую позицию, ну тогда может быть. Но здесь два момента. Во-первых, часть людей должна унять свои амбиции и признать правила коллективной игры. А вторая часть должна осознать, не что государство будет делать для него, а что он готов делать для государства. Слова американского президента, но они абсолютно подходят нам сейчас. Потому что время такое, нам надо выживать. Страна стоит на грани выживания. Просто немногие это понимают. Смотри, но все равно каденция сейчас той власти, которая есть, да? Парламент, я думаю, перевыборов не будет. Я готов прямо сейчас в эфире этого канала забить с тобой спор, что перевыборы будут. А кому невыгодно, если говорят, что рейтинг «Слуги народа» падает? Все очень просто. Представь себе ситуацию. Президент Зеленский, я даже сейчас публично это говорю, потому что потом сможешь, знаешь, запомните этот твит. Президент Зеленский выйдет к людям и скажет: друзья, меня обманули, и вас обманули. Мы хотели привести новых людей, и я привел новых людей. И я поверил им, но они оказались мерзавцев. Я распускаю этот парламент, давайте выберем новых мерзавцев. И люди поддержат его. Потому что, смотрите, какой классный президент. У него там монобольшинство, А он признал идет, ошибки, да, и он упадет. То есть, если он упадет, ну сейчас уже у него отрицательный Это рейтинг. вопрос времени и событий, да? Но Во всяком еще случае. до весны у него время есть. И он весной, скорее всего, естественно, распустит парламент, чтобы спустить пар. То есть той весной 2021 2021 года. Да, скорее всего, большая вероятность, что он распустит парламент. Большая Ну, вероятность. смотри, будет вообще другая конфигурация. Партия «Голос», я прошу прощения у людей, Её не которые будет. за нее голосовали, и у Я людей, за неё которые в голосовал. партии, да, но, по-моему, это очень плохая история с обезглавливанием, самообезглавливанием партии. Да? Но ее фактически рейтинг, я думаю, будет, ну, Смотри, партия «Голос» пойдет за партией «Самопомощь». К сожалению, это факт уже. Несмотря на все остальное, есть определенные правила политики, которые благодаря им можно предсказать последствия. Кто попадет в следующий парламент? ну вот. В следующий парламент попадет «Слуга» в таком формате. В следующий парламент попадает ЕС. В следующий парламент попадает ОПЗЖ. В большем количестве, чем в этом. Все партии получатся в большем количестве, потому что убирается мажоритарка. Все партии получатся в большем количестве. Мгм. Плюс к КПЗЖ перетекут те люди, которые проголосовали за Зеленского в надежде, что он принесет какой-то мир и дружбу с Россией, потому что Мгм. часть русского мира перетекло к нему. Им надоела такая консервативная партия, как КПЗЖ, они хотели что-то инновационного. Сейчас они будут искать, кто-то найдет там всяких шариков, кто-то еще кого-то найдет, но в основном к ним перетекут. И учитывая вроде как намечающееся объединение Юлии Владимировны и Олега Валерьевича, то Ты они имеешь в виду тоже, Ляшко. конечно, да, они, скорее всего, объединятся. А як це з кремлевською зазулею это вообще? Ну, вот смотри, это одной украинская, политической постели. украинская политика смогут. Так вот, они объединятся и, скорее всего, тоже пройдут, потому что у них общий электорат, и они смогут его консолидировать. Кстати, вот тебе пример синергии, украинской синергии, когда она раз работает. Вопрос, что есть определенный запрос на либеральную партию по-прежнему. На Потому большую либеральную партию. Что небольшой, но есть запрос. А наоборот, схлопывается. С этим запросом схлопывается. Потому что первое разочарование вызвал «Самопомощь», Мгм. и ее, мягко говоря, пассивная позиция. Вторая история – это с «Голосом», и сейчас будет запрос, но он есть. А, я понял, о чем ты говоришь, имею в виду Нет, либеральную именно партию. либеральная Да, я партия. понял. И будет абсолютно понятно, что должна появиться партия, я бы сказал, технократического типа. Ну, Партия центристские, правоцентристы, да. Я Да, понял. она должна появиться. Шансы есть? Есть. Проблема в том, что если в партию не будут вложены деньги, то шансы на их появление очень Сейчас, маленькие. тем более, при нынешнем Конечно. избирательном законодательстве, вот, где деньги ЗИН. И еще одна вещь, последняя.
Последний. Я У нас еще есть разговаривал... время. Не, я просто по Никто этому тебе не вопросу. Не, я по этому вопросу скажу. Что могут войти еще проекты, в которые вложат большие деньги. Большие деньги есть у России. Большие деньги есть Ну, в США, том-то и большие дело. деньги есть у Европы. Ни США, ни Европа сюда большие деньги вкладывать не будет. А Россия А с Россия удовольствием. вложит и бросит большие деньги. Соответственно, мы можем понимать, что появится несколько российских проектов. Подозреваю, что часть из них мы уже видим, они очень хорошо пиарятся, они устраивают шоу, в них вкладывают деньги, их с утра до вечера крутят по разным каналам определенного пула. И при всем этом они все равно пока еще маргинализированы. Так вот, можно ли не допустить их? Можно. Действительно можно. Как? Технологично. Как минимум, Служба безопасности Украины должна показать финансирование этих партий. Да. А учитывая, что журналисты сейчас начали вбрасывать одно за другим расследования, где показывают напрямик, Так что они это особенно не происходит, скрывают, что самое интересное. то тут вообще вопрос. Но мы вспоминаем еще одну вещь. То, с чего мы начинали. К сожалению, у власти нету ни плана, ни умения, ни знаний. И мы помним, что, конечно, Службу безопасности Украины возглавляет лейтенант Баканов, друг детства Владимира Смотри, Алексеевича давай, Зеленского. Но эффекта с того личности нет. не уйдем. Я хочу вот просто спросить технологично. Вот эти пророссийские политические искусственные кланы, они отжирают голоса, прежде всего, у партии «Слуга народа». Это очевидно. Они будут у них, не у ЕС они будут отжирать, точно, да? Вот. Ну подожди, да, я договорю, потом свое мнение выскажешь. Значит, пророссийских каналов полно. При Петре Алексеевиче они были, сейчас их еще больше. И вопреки словам никто ничего, претензий им не предъявляет. Вместо этого власть, на которую нападают фактически пророссийские силы, которого Путин унижает Зеленского в своих этих фильмах, да, он пренебрежительно о нем отзывается, он там просто как бы видно, как они атакуют, видно риторика вот этих российской партии именно в адрес Зеленского, такая, ну, ужасная на самом деле риторика на уничтожение, да. А борьба идет не с ними, не с пророссийскими каналами, не с пророссийскими, ну, по крайней мере, то, что мы видим, да, а борьба идет с тенями прошлых обид, там, я не знаю с чем, с Петром Порошенко, с партией Европейской солидарности, которая по большому счету, по идее, в широком смысле, должна быть политическим союзником, по крайней мере, той части «Слуг народа», Нет. которая, ну, европейский же будет подтвержден? Нет. Как нет? Потому что они не смогут объединиться по одной причине. Для очень многих людей выбор состоял не за Зеленского, а против Порошенко. Слушай, не объединиться, хотя бы не убивать друг друга. Тут ситуация очень смешная. Я объясню ситуацию. Для того, чтобы принять такое решение, нужно быть взрослым человеком. Забыть старые обиды, забыть какие-то личные обиды и перейти к конструктиву. И нужно быть державником. Так и себя еще спасти нужно. Я прошу прощения в политике. Напоминаю. Мы не думаем больше, чем на неделю вперед. Классика от главы офиса президента. Здесь все то же самое. Но никто не планирует. Более того, я уверен в том, что многие вещи, которые они совершают, это делается именно потому, что они некомпетентны. И я скажу, что меня это не радует, меня расстраивает. А кого это может радовать? Это реальная угроза. Хуже. Ведь это же потерянное наше с тобой время. Ведь самое главное, единственное невосстановимый ресурс. Мы теряем время, годы своей жизни, мы теряем возможности. А самое главное, что страна теряет возможности, которые уже не восстановит. И как это бездарно прожитое время. Вот сейчас оно реально бездарно проживается. К сожалению, в офисе президента нет людей, которые, я говорю это абсолютно компетентно, нет людей, которые понимают что-нибудь в розбудове державы, построении государства. И отсутствуют абсолютно стратегии. Есть люди, которые понимают в безопасности, есть люди, которые понимают в каких-то отдельных отраслях. Но все, кто принимают решения, не имеют компетенции, не имеют своей экспертизы и вообще не понимают, как двигается государство. Посмотри, вот ты никогда им не был врагом вот этой власти, да? Ты критиковал и Порошенко, теперь их критикуешь. Ну, это личняк. Поздравил. Еще раз, слушай, мне же разговаривали, мне предлагали. Закрой рот
и перестань критиковать. Когда тебе предлагают? Ну, был момент, мне предлагали, закрой рот, я говорю, слушайте, перестаньте факапить, я перестану критиковать. Всё Нет, очень ну, просто. можно же не публично встретиться, поговорить. Так со мной не выслушать. публично встречались. Так тебя, выходит, дело слушают там? или Ну, они не слушают? читают, они все видят. Нет, смотри, они не игнорируют, они реально, их это все бесит, раздражает, но они ничего не делают. Вот смотри, я могу тебе пример привести. Есть такой Сережа Лещенко, допустим. Вот он власть не критикует и нормально сидит в наблюдательном совете Укрзалезницы. Притом он все тоже видит, он же тоже не глупый мальчик. Он же все видит, все понимает. Но некоторые вещи молчит, а что-то озвучивает, но то, что не связано с властью. Здесь то же самое. А я озвучиваю все, что у той власти было плохого, а что хорошего, что у этой власти плохого, а что хорошего. Но эта власть не может вот себе позволить забыть, что кто-то ее критикует. Ну вот так вот устроено. То есть любая критика воспринимается... Неприемлемо. Да? Более того, проблема в том, что сейчас возле Зеленского те, кто с ним во всем соглашаются. Многие считают, что он марионетка. Он ничего не марионетка. Он реально выстроил сейчас очень смешную структуру, которая напоминает карточный домик. Легкий щелчок или дуновение ветра, оно все рухнет. Но все-таки мы живем в цивилизованном мире, поэтому мы подчиняемся определенной общей структуре Ты управления же помнишь, что государством. я прошу прощения, что это вспоминаю, да, я не хочу кидать камни в Петра Алексеевича Порошенко, тем более, что его сейчас несправедливо судят, абы судить, да, это ужасная история для международной вообще всей спільноты, да, но мы же помним, какие теплые ванны ему делали, да, это что повторение, то есть, в принципе, А до одно и этого то Виктор же. Федоровичу нет? Ну, слушай, я тогда не жил в А Украине. я тебе да. рассказываю, а до этого Виктор Федорович уверен был, что его Ну, люди то есть, любят. символ нашей страны это ванна. теплая ванна, а поперек грабли лежат. Нет, на подходе к теплой ванне лежат грабли. Или на выходе. На выходе. Ты из теплой ванны ходишь, хлоп тебе по лбу. Я бы даже по-другому сказал. Теплая ванна находится именно на 4-м этаже на улице Банковой. И, видимо, мимо пройти никто не может. Не зря же говорили, что каждый человек должен пройти испытание. Огонь, вода и медные трубы. Вот огонь, вода еще как-то так. А медные вот трубы, они ведут прямо в ванну, да? Я так понимаю. И все, Прямо в и эту ничего и ванну. не срабатывает. Поэтому грустно. Но если выход отсюда, да, есть. Да, давай как-нибудь на конструктив. Давай на конструктив. Если выход, да, есть. Для начала нужно звать экспертов. Более того, нужно брать экспертов независимо от политических предпочтений, независимо от политических взглядов и личных симпатий или антипатий. Если человек эксперт, то его советы должны ложиться в основу принятия решений. Но он не будет просто, грубо говоря, задницу резать, потому что есть Да. репутация. Да. Ну вот ситуация очень простая. Я знаю немало людей, которые уже не готовы идти во власть, и которые готовы были в 2019 году, реально, я даю слово, в 2019 году консультировать, советовать, сопровождать, писать законы, объяснять. Даже без денег. Без денег. Потому что они понимали, страна идет в правильном направлении. Да, не очень быстро, но идет. И нельзя сбавлять ход. Более того, сейчас ползание началось уже совершенно в другую сторону, в сторону России. Поэтому эти люди не готовы терять свою репутацию, не готовы тратить свой имидж и время на то, чтобы служить этой власти. Не обществу, не гражданам, а именно власти. Скажи, ну ты вот прямо приговариваешь эту власть совсем и президента Зеленского? Или же, ну в смысле, это уже неисправимо, это излечимо или не... Давай как-то вот, есть вариант плохой, о котором ты говоришь? Ніколи не кажи ніколи. Хорошо. Какой вариант может быть позитивным в плане политического роста самого президента, его партии и так далее? Все-таки страна у нас одна, как бы, ну, ты понимаешь, Осенью он да? может сделать... Во-первых, то, что мы понимаем, что в ближайшее время будет поменен Кабмин. Как это в ближайшее время? Осенью уже Кабмин То есть по полгода, да, получается? Ну, это в лучшем случае. Только мне интересно, Кабмин можно поменять в случае, только если будет понятно, кто туда пойдет. Я пока не очень вижу, кто туда пойдет, из тех, которые готовы слушать, опять же, с открытым ртом Зеленского. Но, опять же, менять шило на мыло, народ на третий Кабмин не отреагирует. Ну, то есть это уже все, это уже будет чистая перебор ошибка. будет, да? Да. Поэтому если менять, то на какой-то качественный состав. На какой-то качественный Ну, вот есть состав. шанс как раз и собрать тех экспертов. Вопрос, Да. готовы на это или нет. И вот тогда мы действительно можем осенью увидеть, я бы сказал, что это уряд рятування країни, уряд порятунку країни. Но это возможно. Но для этого нужно забывать свои обиды. И нужно, чтобы в составе Кабмина были не лояльные, а умные и компетентные. И чтобы, допустим, Министерство культуры возглавлял не бывший гендиректор 1+1, а человек, который
разбирается в культуре действительно досконально. Но мы еще не знаем, какой он Я министр хочу культуры. закончить, мы же да. не знаем, да. Чтобы в правительство вошли люди, у которых есть стратегия и план, что они будут делать, чтобы они представили эти стратегии и планы, смогли защитить их в парламенте, и чтобы люди поняли, куда движется страна. Как и насколько, последний вопрос, на сколько процентов такой вариант возможен? Я не могу сказать, у меня нет такой. Ну, возможно, всегда есть шанс. То есть, можно ли протолкнуть слона через игольное ушко? Можно, наверное. Вероятность такая есть. Просто игольное ушко должно быть очень большое. Я очень бы хотел, чтобы этот шанс был реализован. Потому что, еще раз, потрясения, которые в стране выпадают, и испытания должны закончиться. Должен быть момент построения государства. Тут не с чем спорить. Спасибо Бориславу Березе, который пришел к нам в студию. Смотрите АТР, подписывайтесь, пожалуйста, на наши каналы в YouTube, Facebook. Там всегда все новое, свежее, интересное. Наш канал снова выходит на свои обороты. Мы будем стараться информировать вас честно и приглашать собеседников, которые тоже, в общем, примерно такие же люди, которые не держат свое мнение и не подстраивают его ни под кого, разных совершенно людей с разных политических партий, но обязательно патриотов Украины. Спасибо, всего доброго, до новых встреч.